Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире национальной вещательной компании «Саха» программа «Новый день». В последующие 60 минут вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале эфира мы предлагаем вам обратиться к прогнозу погоды. Итак, сегодня 25 декабря по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В центральных улусах в 6 часов утра температура минус 49, минус 50 градусов. Днем ожидается минус 46, минус 48. Заречье утром минус 48, минус 52. Днем минус 44, минус 49. Южные улусы утром минус 29, минус 33. А днем минус 28, минус 30. Вилюйские улусы минус 42, минус 46 утром и днем минус 40, минус 44 градуса. Нижнеленские улусы утром минус 44, минус 48, днем минус 44, минус 47. Западные улусы утром минус 35, минус 44 градуса, ну а днем минус 35, минус 43. Колымо-Индигирские улусы утром минус 24, минус 41, днем минус 23, минус 40 градусов. Янские улусы утром минус 28, минус 38, днем минус 27, минус 36 градусов. Северо-западные улусы утром минус 24, минус 42 и днем минус 24, минус 41 градус. В Якутске, столице республики, в 6 часов утра температура воздуха минус 47 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер у нас штиль 0 метров в секунду. Днем ожидается минус 46, минус 48 градусов. Ну и отмечаем, что учащиеся с 1 по 5 классы школ города Якутска сегодня на учебу не идут. Объявлен актированный день. Ну а сейчас мы хотим передать слово нашим коллегам из информационного отдела, который расскажет вам о главных событиях региона и страны на сегодняшний день. Также напоминаем, что у нас есть WhatsApp. Пишите свои вопросы, пожелания. Мы их, конечно же, посмотрим и озвучим. Ну а сейчас эфир продолжает новостной блок. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. За 5 лет по программе переселения граждан из аварийного жилья новые квартиры получат 60 тысяч якутян. Власти республики планируют ликвидировать 1 миллион 100 тысяч квадратных метров жилья. Об этом в своем ежегодном послании Государственному собранию Илтумен заявил глава республики Айсен Николаев. Руководитель региона отметил, что работа идет, несмотря на ограничения и нехватку рабочих рук. По итогам года в районах республики введено 43 многоквартирных дома. Вместе с тем, непростая ситуация складывается по строительству жилья. По итогам года будет введено 515 тысяч квадратных метров жилья. Это на 8% меньше, чем в 2019 году. Особенно резко в этом году на 13% сократился ввод жилья в Якутске. Это уже выражается серьезным ростом цен на новые квартиры. Глава отметил необходимость восстановления объемов предыдущих лет. Утверждены получатели субсидий на развитие домов культуры республики. Всего в список попали 20 объектов. Деньги будут выделены домам культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек до 2023 года. Средства можно будет потратить на развитие и укрепление материально-технической базы, а также на ремонтные работы. Отметим, что с 2017 года уже 126 домов культуры республики получили субсидии. Курильщиков с начала следующего года в России ожидают новые ограничения. Так, с 1 января будет запрещено курение в медучреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Курить можно будет в специальных зонах, отмеченных табличками с надписью «Место для курения». Руководители таких предприятий будут обязаны повесить в помещении инструкции по пожарной безопасности. Напомню, с 2013 года на территории России действует закон, запрещающий курение в учебных заведениях, культурных, спортивных и медицинских учреждениях.
В Амге прошло торжественное онлайн-мероприятие, приуроченное к столетию дошкольного образования Якутии. Участники вспомнили имена ветеранов и воспитателей, которые внесли неоценимый вклад в развитие дошкольного образования. Также лучшим педагогам вручили грамоты и присвоили почетные звания. На сегодняшний день в Амгинском районе функционирует 18 детских садов и 1 школа-сад. В последние годы внедряются новые организационные формы, новый смысл приобретают образовательные и воспитательные программы. Наш всеулусный проект «Грани качества». Программы по нему делаются сквозные, то есть дошкольные образовательные учреждения и школы организуют совместный проект, в котором, конечно, ребенок от поступления, допустим, с полутора лет в дошкольное образовательное учреждение и до завершения школы ведется профессиональный мониторинг его развития, сопровождаем его развитие, да, чтобы он нашел себя в жизни, чтобы получил профессию и так далее. Теперь о том, какие культурные мероприятия пройдут во время новогодних праздников в Якутске. По информации пресс-службы Минкульта региона, в Русском драматическом театре с 3 по 10 января покажут музыкально-драматический спектакль «Я буду ждать, даже если не придете», полностью созданный на основе песен и музыки группы «Браво». Также в эти дни в театре покажут новую сказку «Путешествие Незнайки» режиссера Андрея Габышева. 3 января в Государственном театре оперы и балета Якутии состоится балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в 2 действиях. А Музей музыки и фольклора народов Якутии проведет рождественские вечера. Также в Национальном художественном музее для всех желающих будут представлены постоянные экспозиции. На этом пока все. Берегите себя, носите маски и перчатки и чаще мойте руки. Это были новости на канале НВК Саха. Мы благодарим наших коллег и надеемся, что сегодняшний день запомнится вам, дорогие друзья, только положительными событиями. Ну а сейчас мы хотим предложить вашему вниманию нашу традиционную рубрику под названием «Гороскоп». О чем нам говорят звезды сегодня, узнаем из следующего материала. Для овнов сегодня день не самый плодотворный, зато спокойный. Можно вернуться к делам, начатым раньше, получить ответы на интересующие вопросы. Маловероятны какие-то кардинальные перемены к лучшему, но в целом дела идут неплохо и жаловаться вам почти не на что. Помните, чем больше вы торопитесь, тем серьезнее преграды, которые приходится преодолевать. Тельцы. Вы и сами сохраняете хорошее настроение и окружающим не позволяете унывать. Трудности сегодня могут возникнуть, но они совсем не так серьезны, как кому-то может показаться. Ваш оптимизм заразителен. Люди, уставшие от собственного мрачного взгляда на вещи, тянутся к вам и стараются следовать вашему примеру. Возможно, начало каких-то необычных отношений. Близнецы много делают для других. Стараются помогать тем, кто оказался в трудной ситуации и не могут спокойно смотреть на несправедливость. Ваши порывы благородны, но вы тратите много душевных сил, переживая о том, чего не можете изменить. Постарайтесь настроиться на более конструктивный лад. У раков преобладает влияние позитивных тенденций. Серьезные проблемы едва ли возникнут. Вы искренне интересуетесь всем новым, старайтесь получить максимум полезной информации и перенять чужой опыт. Много возможностей открывает середина дня. От вас в это время потребуется уверенность в своих силах. Полезно будет пообщаться с людьми, чей жизненный опыт заметно отличается от вашего. Львы. Начало дня благоприятно. В это время будет возможность сделать то, что давно было запланировано. Решить какие-то вопросы, важные не только для вас, но и для ваших близких. Можно договориться с единомышленниками о совместных действиях. Благодаря поддержке союзников вы добьетесь успеха там, где не могли на него даже рассчитывать. Девы. Благоприятный день для общения, поиска союзников и единомышленников. Окружающие часто понимают вас с полуслова, поэтому не приходится тратить много времени на объяснения. Вероятно, начало плодотворного сотрудничества. Не исключены и знакомства, которые получат приятное продолжение. Скорее всего, романтическое. Сложный день для весов. Эмоциональный фон нестабилен. Стоит хоть чему-то пойти не так, и вы теряете равновесие. Начинаете нервничать. Некоторые представители знака под влиянием момента совершат поступки, о которых вскоре пожалеют. Вам чаще обычного нужна поддержка, но даже просто услышать слова одобрения удается не всегда. Постарайтесь найти человека, который действительно вас понимает.
Скорпионы очень подозрительны и едва ли не в каждом видят врага. Это очень обижает тех, кто желает вам только хорошего, например, старых друзей или близких людей. Старайтесь не реагировать остро на критические замечания. Лучше просто пропускать их мимо ушей, чем долго обдумывать, надеясь обнаружить здравое зерно. Стрельцов раздражает суета и беспорядок, царящий вокруг, но избежать их не удается, даже если вы очень стараетесь. Иногда кажется, что окружающие заключили какое-то тайное соглашение о том, что будут весь день выводить вас из равновесия. Найдите себе интересное занятие, и вы почувствуете, что ситуация меняется к лучшему. У козерогов все складывается очень хорошо. Стоит вам только о чем-то задуматься, поставить перед собой цель, и становится ясно, что именно нужно сделать, чтобы очень быстро получить нужный результат. Возможно, денежные поступления. Не исключено, что вам вернут давние долги или заплатят за какую-то работу, которую вы выполняли раньше. Для водолеев начало дня благоприятное и подходит для важных дел. Можно использовать это время и для планирования. Вы правильно оцениваете свои силы и ситуацию в целом, понимаете, на чью помощь можно рассчитывать. Позже влияние позитивных тенденций снизится, и вам потребуется отдых. Рыбы. Отличный день для общения и делового, и дружеского. Вы способны ко многим найти подход. Особенно легко это сделать, когда вас не сковывают формальности, и можно позволить себе небольшое отступление от официальных правил. Например, легкую иронию или забавную шутку. Друзья, даже если звезды сегодня подготовили для вас испытания, сохраняйте спокойствие, верьте в свои силы, тогда у вас обязательно все получится. Ну что ж, и перед тем, как перейти к главным темам эфира, мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных, может быть, даже забавных новостей. Итак, давайте начнем. Специалисты назвали способы, благодаря которым люди смогут справиться с сонливостью во время рабочего дня. Они рекомендовали использовать эфирные масла, апельсина или хвои, а также кофейные зерна в банке или свежие цитрусовые, запахи которых имеют бодрящий эффект. Помимо этого, специалисты советуют при выполнении монотонной деятельности переключиться на что-то более активное. Например, можно начать больше двигаться, сделать уборку на рабочем месте. Не лишним будет проветрить помещение и сделать зарядку. Взбодриться также поможет обед из продуктов с цельными злаками, бананы, натуральный йогурт, горький шоколад, орехи и жирная рыба. В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор напомнил, что при неправильном хранении салаты могут стать причиной тяжелого пищевого отравления. Отмечается, что сроки хранения блюд зависят от рецептов. Дольше всего могут храниться салаты из маринованных, соленых и квашеных овощей. Такие салаты можно хранить до 36 часов. Вдвое меньше срок у незаправленных блюд из сырых овощей или фруктов, салатов с добавлением мяса, птицы, копченостей, а также винегретов из вареных овощей. При этом после заправки их можно хранить только 12 часов. Салаты с добавлением морепродуктов без заправки имеют срок годности также 12 часов, а блюда с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки 6 часов. Ну и напоследок о спорте, о физической активности. Житель Франции Ромен Вандердорп установил новый мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом. Мужчина продержался 2 часа 35 минут и 33 секунды. Погружение в дробленый лед происходило в специальном прозрачном контейнере, где температура достигала минус 18 градусов по Цельсию. За соблюдением условий дисциплины следили представители книги рекордов Гиннесса. По словам 34-летнего Вандердорпа, он готовился к этому рекорду на протяжении 2 лет. Свое достижение мужчина посвятил детям, которые болеют раком. Предыдущий рекорд, согласно записи на сайте книги рекордов Гиннесса, в 2014 году установил житель Китая Цзинь Сунчао. Он простоял в коробе, находясь по шее во льду 1 час и 53 минуты. Ну что ж, я думаю, вот Вандердорпу и Цзинь Сунчао было бы очень интересно посетить нашу республику. Уверен, они здесь нашли бы очень интересные варианты для новых мировых рекордов. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир.
Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Впервые в Якутске стильные роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Дуэт Фур. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Торговые ряды Кружала, улица Амосова, дом 1. Аксыне 30 күнігер ындыкасыға ағағасы беріге. Жол түхілгеті республикадағы бірек супер берістері ойналар. Уан Тойота масына. Жекускайға 15 сыр участыға онтондатын сынала берістер. Онитуға кыттар Матамир мағығын сертификаттара Жекускайға уыстарға атыланалар. Саңа жылға жол түхілгеті Энджиагар. Дарение и получение подарков официальными лицами ставит под угрозу объективность принимаемых решений. Государственный муниципальный служащий не должен получать подарки. Подарки и деньги в том числе могут расцениваться как взятка, что создает условия для возникновения конфликта интересов. В салонах «Торнадо» с 19 декабря по 13 января праздничные скидки до 70%. Розыгрыш 100 тысяч рублей. «Торнадо». Алыптақ саңа жыл үйнер кейхетігер, қас бірді кейхе керені жіктіні кәдәр. Тәтім мағахын кәләні әр саңа жылынан ағардалан тұран, барадығар беуғын бұрығын адылы чәпчәтіні білдер. Тәтім сақалы тыыннақ бәләғын. Сақабыт сайдам жонын уру ювелиріне компания саңа жылынан ағардалыр. Үйері көті үктәлленен жол соргу кынаттанын чугас, таптыр жоңғытуғар уру седерей оңғықтырын бәләқ ұндың. Уру күт тәнейдін. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. С вами вновь новый день, и мы продолжаем наш эфир. Финансовые услуги, в числе которых денежные переводы, платежи, страхование и кредитование, доступны сегодня всем жителям Якутии и в том числе удаленным населенным пунктам. Не последняя роль в этом отводится Почте России, названной потенциально крупнейшим платежным агентом в стране. Подробнее в следующем материале. Сегодня Почта России обеспечивает доступность финансовых услуг в удаленных населенных пунктах Якутии. Банковские сервисы, страховые услуги, перевод пенсий на карты МИР и доставка пенсий на дом, а также оплата коммунальных платежей, налогов, штрафов ГИБДД, госпошлин и других бюджетных платежей. Я подошел в отделение почтовой связи, чтобы оплатить госпошлину. Как оказалось, здесь также можно оплатить разного рода штрафы, коммуналку. Также можно оформить банковские страховые продукты. Отмечу то, что это очень удобно, то, что посещая одну организацию, одно окно, вы можете получить такой широкий спектр услуг. Широкий спектр финансовых и страховых услуг в отделениях почтовой связи, несомненно, упрощает нашу жизнь. В почтовых отделениях Почты России по всей республике открыто 57 окон, где вы можете получить банковские услуги. Например, подать заявку на кредит, оформить вклад, открыть счет для получения заработной платы, либо же оплатить кредит любого банка. Также для пенсионеров действует предложение по переводу пенсии на карты МИР, которое дает ряд преимуществ, таких как бесплатное снятие в почтовых отделениях денежных средств и в банкоматах сторонних банков. Также для пенсионеров действует ряд скидок до 70% на лекарства, 2% скидка на кредит и до 5% годовых на остаток по счету. Также Управление Федеральной почтовой связи республики напоминает, что на почте можно получить выплаты по больничному листу. Страховое обеспечение по больничному листу, выплачиваемое Фондом социального страхования России, можно получить в ближайшем отделении Почты России. С начала года в Якутии услугой уже воспользовались более 5000 жителей. Для того, чтобы получить выплаты по обязательному социальному страхованию на почте, необходимо вместе с листком нетрудоспособности подать работодателю заявление на получение выплат почтовым переводом, указав свой почтовый адрес. Комиссии за такие выплаты не взимаются. Друзья, как известно, движение – это жизнь. Занятия спортом и физической активностью укрепляют не только тело, но и дух. Если вы с просонья с самого утра сделаете зарядку, то вы гарантированно будете чувствовать себя бодрым и энергичным на протяжении всего дня.
Очень простой, но одновременно эффективный способ утренней зарядки нам сегодня покажет специалист китайской гимнастики, тайцзи и цигун Аркадий Тихонович Прокопьев. Он у нас сегодня в студии. Итак, Аркадий Тихонович, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, говорим о физической активности. Как же влияет утренняя зарядка на организм человека с медицинской точки зрения? Ну, за ночь, когда человек спит, отдыхает, у него немножко застоя крови происходит, организм отдыхает. И утром, проснувшись, не нужно сразу резкие движения делать и активно начать заниматься, особенно людям среднего и старшего возраста. Поэтому можно рекомендовать сначала лежа растирание всех суставов, потому что цигун эти внешние суставы называют внешними энергетическими сосудами. Поэтому есть такое тибетское растирание. Вот так все суставы, запястья, локтевой сустав, плечевой, щиколотки, коленный, тазобедренный, все растирает человек лежа. Потом начинает немножко подтягиваться, даже это можно делать лежа, потому что мы растягиваем сухожилия, мышцы, соответственно, сосуды. Происходит постепенное пробуждение организма. Ну, как и в любом деле, да, нельзя взять и сразу начинать. Да. Нужна разминка, конечно. Если даже заметить, смотреть на собак, кошек, они, проснувшись, подтягиваются. Вот так и человек должен делать. Хорошо. Ну что ж, Аркадий Тихонович, давайте покажем, собственно, пару упражнений, которые будут полезны для наших телезрителей. Мы знаем что подготовили вы несколько движений из китайской гимнастики цигун. Все верно? Да. Да. Давайте пройдемте в центр нашей студии. И как раз, я думаю, много телезрителей, только проснулись и, может быть, сейчас будут повторять вместе с нами эти движения. Итак, с чего начинаем? Хорошо. У нас время ограничено, поэтому мы будем делать упражнения, и зрители могут подключиться. Призывайте. Значит, первое упражнение, которое называется восьмерка, вращение восьмерка. Стоим ноги на ширине плеч, стопы параллельно, колени слегка согнуты. Плечи, руки расслаблены, руки вперед, как будто держим большой шар и начинаем вращать в левую сторону вниз, выдох. На вдох поднимаем вверх и перед собой опускаем, выдох вниз и вдох назад в правую сторону, поднимаем, выдох вниз. При этом, смотрите, происходит растягивание сухожилий, мышц передней поверхности тела, левой руки до стопы, все растягивается. И с другой стороны задняя поверхность. Поэтому это очень хорошее упражнение. Можно делать, вращать в одну сторону, вдох, выдох вниз. Чуть присесть можно, потом встать, вдох, выдох вниз. И потом это в другую сторону можно также вращать. Также. Потом еще одно упражнение, тоже восьмерка, как будто держим опять шар. Здесь работают все суставы. И начинаем вращать внизу шар. Потом вверх, на вдох поднимаем за голову назад, прогибаемся. И в другую сторону вниз, выдох. И получается восьмерка. Работают и колени, и таз, туловище, позвоночник. И, соответственно, плечи и руки. Это в одну сторону, и в другую сторону вот так. Вращать. Два очень действительно простых движения, которые помогут чувствовать себя бодро, хорошо размяться перед здесь рабочим днем. главное тоже согласовать движение с дыханием. Рекомендуется брюшное дыхание. На вдох живот расширяем, вдыхаем, на выдох втягиваем движение. Ну что ж, давайте пройдемте обратно к нашему столу. Итак, показали мы два простых движения очень, которые эффективно помогут взбодриться, да? Да. Мы знаем что вам 60 лет, да, если я не ошибаюсь, 60 лет, и вы в прекрасной физической форме. И как раз-таки благодаря, наверное, занятиям именно направлением тайцзи, цигун, да? Да, конечно, я со школьных лет, молодые годы активно занимался спортом, мастер спорта по якутским прыжкам. Лыжами занимался, бегом и спортивные игры. И потом с 2000-х годов начал, увлекся тайцзи-цюань и подключился потом цигун. Был много раз в Китае, Москве, Таиланде, учился у именитых мастеров.
Ну, я тоже знаю то, что вы являетесь одним из лидеров тайцзи движения, да, у нас в республике, у нас проводятся различные мероприятия. А мы благодарны, что вы нашли время, посетили нашу студию, показали нашим телезрителям вот эти вот движения. Я надеюсь, что все приняли участие вместе с нами и в дальнейшем тоже будут практиковать это. Ну что ж, друзья, сейчас мы идем далее. У многих из нас Новый год ассоциируется со сладостями и бессменным атрибутом праздничного застолья. Конечно же, речь идет о мандаринах. А если объединить и то, и другое, то получится великолепный десерт. Какой именно, узнаете из нашей кулинарной рубрики. Доброе утро! Сегодня я вам покажу рецепт новогоднего десерта. Для этого нам понадобится банан, мандарин, кефир, желатин и сахар. Мандарин и кладем его в миксер. Только убедитесь, что в нем нет косточек. Проверяется это очень легко. Просто смотрим на цвет. Вот такая у нас получилась мандариновая кашица. Теперь проделываем то же самое с бананом, кефиром и сахаром. Мы растворили желатин в кипяченой воде. Теперь половинку добавляем в мандарин. Мешаем. И чуть большую часть в кефир. Изюминка в нашем десерте то, что она будет полосатой. Делаем первый слой мандариновый. Ждем застывания. Все наши десерты загустели, теперь можно украшать. Я подготовила натертые вафельки, бананы, шоколадные дрожжи и кокосовую стружку. Не терпится попробовать наш десерт. Всем приятного аппетита! Ну что ж, замечательный рецепт. Благодарим нашего юного коллегу. Ну и идем далее. Наши землячки Маргарита Попова, Алина Никулина и Лия Григорьева подготовили нам сюжет с жаркого Бали. Они расскажут нам про традиционный обряд местных жителей, связанный с Новым годом. Давайте посмотрим. Ini saya lakukan setiap hari. Setiap saya habis memasak, saya bikin upacara ini. Ini namanya Banten Saiban. Ini menunjukkan rasa syukur saya kepada Ida Sang Hyang Widi, agar apa yang saya makan itu diberkati. Saya bikin upacara ini. Ini namanya Banten Saiban. If we nice to someone, we
If you do many good things in your life, it's returned to you. In Russia, I know people, when they do good things, they all time say +1 to karma. We have traditional holiday. Pagarosi, Saraswati also, Galungan Day, this big holiday in Bali, Silent Day. But one day before Silent Day, we have big festival. We go around in our village. And, New Year Day. You celebrate it? Celebrate. We always say thank to the God because everything is come from the God. What about COVID? And we lose my work, and we lose my business, and everything. The business is come from the tourists. From the tourists. Hello, with your family. I hope Tourists can come to Bali and everyone have jobs, and then Bali, Kuta, Seminyak not die. I'm trying for this and try for the world. I hope everyone, everything is come back so nice, past the bad situation like pandemic. Thank you very much. We are family in Bali. Santi. Новый год – праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с Азбука. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Далбар хотун. Сахачактарын маанылах, ымылах, өрө тудар күндү ата. Далбар хотун эдерген кылсоғоттон, эрге сүттер кемче кийиттен, оғутун түйігер көтөх бүтиеттен, сенин сыллы ребеттен, үйнен сайдан тақсар. Ах, суруттар далбар хотун сурналы. 20 тысяч бонусных рублей каждому на ювелирные украшения. С 14 по 20 декабря в салонах «Золотник» уже идет новогодняя распродажа. Оплатите бонусными баллами за украшения. Ювелирные салоны «Золотник». Пора праздничных салютов. Выбирайте проверенный временем русский фейерверк в компании «Салют ЯКТ». Наши адреса: город Якутск, Покровский тракт, 4 километр, дом 2, Чернышевского 51/2, Жарницкого 56, ТВЦ «Оптимист Проф». Дарите детям радость. НХЗ Групп. Сказочно вкусного Нового года. Олимп Мебель. Огромный выбор мебели для дома и офиса по максимально выгодным ценам. Ведь именно сейчас действуют новогодние скидки до 30% на весь ассортимент. Олимп Мебель. Алыптақ саңа жыл үйнер кейхетігер, қас бірді кейі кәрәні жіктіні кәдәр. Тәтім мағахын кәләні әр саңа жылынан ағардалан тұран, барадығар беуғын бұрығын адылы чәпчәтіні білдір. Тәтім сақалы тыыннақ бәләғын. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. С вами вновь передача «Новый день». Мы продолжаем наш эфир. Сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной редакции, которые расскажут вам о главных событиях региона и страны. Посмотрим. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро.
За 5 лет по программе переселения граждан из аварийного жилья новые квартиры получат 60 тысяч якутян. Власти республики планируют ликвидировать 1 миллион 100 тысяч квадратных метров жилья. Об этом в своем ежегодном послании Государственному собранию Илтумен заявил глава республики Айсен Николаев. Руководитель региона отметил, что работа идет, несмотря на ограничения и нехватку рабочих рук. По итогам года в районах республики введено 43 многоквартирных дома. Вместе с тем, непростая ситуация складывается по строительству жилья. По итогам года будет введено 515 тысяч квадратных метров жилья. Это на 8% меньше, чем в 2019 году. Особенно резко в этом году на 13% сократился ввод жилья в Якутске. Это уже выражается серьезным ростом цен на новые квартиры. Глава отметил необходимость восстановления объемов предыдущих лет. Утверждены получатели субсидий на развитие домов культуры республики. Всего в список попали 20 объектов. Деньги будут выделены домам культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек до 2023 года. Средства можно будет потратить на развитие и укрепление материально-технической базы, а также на ремонтные работы. Отметим, что с 2017 года уже 126 домов культуры республики получили субсидии. Курильщиков с начала следующего года в России ожидают новые ограничения. Так, с 1 января будет запрещено курение в медучреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Курить можно будет в специальных зонах, отмеченных табличками с надписью «Место для курения». Руководители таких предприятий будут обязаны повесить в помещении инструкции по пожарной безопасности. Напомню, с 2013 года на территории России действует закон, запрещающий курение в учебных заведениях, культурных, спортивных и медицинских учреждениях. В Амге прошло торжественное онлайн-мероприятие, приуроченное к столетию дошкольного образования Якутии. Участники вспомнили имена ветеранов и воспитателей, которые внесли неоценимый вклад в развитие дошкольного образования. Также лучшим педагогам вручили грамоты и присвоили почетные звания. На сегодняшний день в Амгинском районе функционирует 18 детских садов и 1 школа-сад. В последние годы внедряются новые организационные формы, новый смысл приобретают образовательные и воспитательные программы. Наш всеулусный проект «Грани качества». Программы по нему делаются сквозные, то есть дошкольные образовательные учреждения и школы организуют совместный проект, в котором, конечно, ребенок от поступления, допустим, с полутора лет в дошкольное образовательное учреждение и до завершения школы ведется профессиональный мониторинг его развития, сопровождаем его развитие, чтобы он нашел себя в жизни, чтобы получил профессию и так далее. Теперь о том, какие культурные мероприятия пройдут во время новогодних праздников в Якутске. По информации пресс-службы Минкульта региона, в Русском драматическом театре с 3 по 10 января покажут музыкально-драматический спектакль «Я буду ждать, даже если не придете», полностью созданный на основе песен и музыки группы «Браво». Также в эти дни в театре покажут новую сказку «Путешествие Незнайки» режиссера Андрея Габышева. 3 января в Государственном театре оперы и балета Якутии состоится балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в 2 действиях. А Музей музыки и фольклора народов Якутии проведет рождественские вечера. Также в Национальном художественном музее для всех желающих будут представлены постоянные экспозиции. На этом пока все. Берегите себя, носите маски и перчатки и чаще мойте руки. Таковы главные новости к этому часу. Мы благодарим наших коллег. Друзья, хотели бы напомнить, что сегодня в Якутске минус 47 градусов, и учащиеся с 1 по 5 классы столичных школ сегодня на учебу не идут. Объявлен карантинный активированный день. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир и приступаем к нашей следующей теме. С 1 января прошлого года Россия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Как ведется накопление и сбор таких отходов у нас в республике, нам расскажет заместитель директора Центра развития ЖКХ и повышения энергоэффективности Оксана Васильева. Оксана, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, как же у нас реформа реализуется по стране и какие цели должны были быть достигнуты?
Комплексная система обращения с отходами, которая вот, подлежит формированию до 2024 года, да, ставит перед нами определенные задачи. Это вот порядка 60% отходов должны сейчас уже направляться на обработку. Что такое обработка? Обработка – это сортировка, расчистка и дальнейшее использование, направление на утилизацию, да, дальнейшее использование отходов. Что у нас сейчас происходит? Да, у нас сейчас происходит то, что мы с населенных пунктов транспортируем сразу на полигоны, 100% все отходы захораниваются. Да, это наносит колоссальный вред окружающей среде. У нас сейчас на территории республики порядка 470 несанкционированных свалок. Они подлежат рекультивации территории, да, и часть из них, которые используются для предоставления коммунальной услуги, они должны быть оформлены надлежащим образом или же построены новые объекты. На сегодняшний день у нас охват услугой составляет порядка 70%, то есть есть еще 30% населенных пунктов, не охваченные услугой, там услуга не предоставляется, это, как правило, отдаленные населенные пункты, да, где на сегодняшний день отсутствует полностью инфраструктура, но над ее созданием мы тоже также отрабатываем, предлагаем решения, которые позволят охватить, обеспечить стопроцентный охват услугой на всей территории республики. Для жизненного цикла самой услуги прошло достаточно короткое время. Да? Вот смотрите, мы в 2019 году перешли, сейчас заканчивается 2020 год, прошло 2 года. Мы можем сделать какие-то промежуточные итоги, которые позволят выработать нам дальнейшие планы как бы в ближайшие годы и позволить достичь к 2024 году тех, как бы, тех задач, которые ставят перед нами сегодня. У нас вообще теме твердых коммунальных отходов посвящена вот и последняя пресс-конференция президента страны, да, были озвучены ключевые позиции. На вчерашнем ежегодном послании главы республики также этой теме уделено время, да, поэтому мы считаем, что с такой вот поддержкой, с таким вот акцентом, да, мы сможем сформировать комплексную систему и обеспечить внедрение новой системы в том виде, в котором она должна осуществляться. Что такое комплексная система? Комплексная система подразумевает создание определенной инфраструктуры. 60% должно направляться на обработку, это значит, должны быть созданы мусоросортировочные комплексы. Сама схема должна быть примерно такой, что отходы образуются, транспортируются на сортировочные комплексы, там осуществляется сортировка, и отсортированные полезные фракции должны использоваться уже в дальнейшем, да, либо на производстве, либо альтернативное топливо, да, создавать. И уже хвосты, вот эти вот остатки, которые подлежат захоронению, они будут захораниваться. Причем не в том рыхлом виде, как у нас это сейчас делается, да, а именно они должны быть уменьшать. Необходимо вот создавать такое оборудование, приобретать, которое позволит в разы уменьшить массы отходов, направляемые на захоронение в полигоны. Ну вот, конечно, проблема экологии, она никуда не денется, да, это очень важно, нужно все учитывать. А вот мы затронули тему вот промежуточных итогах, да, вот какие у нас показатели вот именно по этому направлению? Мы подведомственное Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики учреждение, да, Центр развития ЖКХ. Полномочия по твердым коммунальным отходам нам передали буквально полгода назад. Да. В эти сжатые сроки мы все окунулись во все это, как говорится, да, провели ряд межведомственных комиссий, оперативно собирались с участниками данного процесса. Здесь участвует тоже достаточно значительное количество участников. Это и органы местного самоуправления, это и надзорные органы, да, это и исполнительные органы государственной власти.
Ну что ж, уверен, что впереди у вас очень много планов, и мы действительно рады, что работа ведется, да, большая по реализации данной реформы. Мы благодарны, что вы нашли время и посетили нашу студию. Мы, конечно же, вам желаем успехов в дальнейшей работе и приятного вам дня. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса. Якутская компания. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Военный комиссариат Республики Саха-Якутия призывает на военную службу. С 1 октября по 31 декабря 2020 года проходит осенний призыв на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Для прохождения военной службы и для получения отсрочек от призыва на законных основаниях всем гражданам призывного возраста необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства или по номеру 8 41 12 23 42 31. Сделай правильный шаг к новой жизни. Служи России. Военный комиссариат Якутии напоминает, что уклонение от службы карается по закону. Ноутбукарга отут брехенга дери чепчати. Респект Джокускай, Ленин проспеган отут алтата. Видал? Ма, что поесть? Я за продуктами. Иду за продуктами, а сама делайте покупки, не выходя из дома, на sbermarket.ru. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Ходите в магазин по-новому. С вами вновь передача «Новый день». Мы работаем в прямом эфире. Друзья, сегодня, 25 декабря, отмечается весьма любопытный праздник – День буквы «Л». И нам стало интересно, как вообще менялся алфавит, ведь изначально в нем было 43 буквы. Ну, как вы знаете, сегодня в алфавите 33 буквы. Итак, самое первое и самое массовое увольнение букв произошло в 1708 году. Изгнанию подлежали 9 букв. Кроме того, отменили все надстрочные знаки, так называемые титлы. И ввели более строгое, простое написание букв взамен прежней пышности. Ломоносов об этом отозвался так. При Петре Великом не одни бояре и боярине, но и буквы сбросили с себя широкие шубы и нарядились в летние одежды. Реформа 1735 года коснулась буквы «и» краткая, но раньше полагалось обозначать так «и» с краткой. Дело в том, что черточка над буквой называлась кратко. Правда, окончательно закрепилась у нас только в 1934 году. Буква «Ё» в русском алфавите появилась благодаря Екатерине Дашковой в 1783 году, когда она попросила академиков написать слова «еж» и «елка». А 1918 год стал самым революционным. Изгнаны раз и навсегда буквы «фита» и «ять». Написание «фиты» особо озабоченным напоминало тему секса. Недаром в «Мертвых душах» Ноздрев ругает Чичикова именно фитиком. А «ять» прогнали с удовольствием, ведь она являлась самой ненавидимой буквой. Ошибки на нее считались непростительными. Вот такие вот интересные факты об алфавите, дорогие друзья. Ну а сейчас мы хотели бы приступить к нашей следующей и заключительной теме. В период пандемии безустанно продолжают работать медики. За все время распространения коронавирусной инфекции на территории Якутии было вылечено более 8
800 человек. Сегодня мы имеем возможность поговорить с медиком, который занимался лечением первого заразившегося коронавирусом человека у нас в республике. Итак, с большим удовольствием представляю вам нашего гостя. У нас в студии врач-инфекционист Якутской республиканской клинической больницы Виктория Ишниязова. Виктория, доброе утро. Здравствуйте. Ну что ж, вспоминаем, да, время, когда все это дело у нас началось. Как и при каких обстоятельствах вы получили информацию о том, что к вам едет первый, как их назвать, нулевым, да, первый пациент именно с COVID-19. Как это случилось? Ну, это случилось внезапно, как всегда у нас случается, что-то такое чрезвычайное мероприятие, чрезвычайное происшествие. Это случилось, мы знали, что началась пандемия вируса, началась она с Китая, с провинции Ухань, да, и начала распространяться по всему миру. И, в общем-то, Минздрав России, Минздрав Республики Саха-Якутия, он начал нас готовить. Мы готовились, у нас были учебы, у нас были игры практические с привлечением станций скорой помощи, аэропортов, на случай возникновения коронавирусной инфекции, да. И мы уже знали, как нужно одеваться, знали, куда нужно звонить, информировать. Мы знали протоколы лечения больных с такой инфекцией, как себя вести в этом случае, да. Но это было все по теории. На практике же мы никогда с этим не сталкивались. По всей республике это, и по всей России, да. И когда случился первый звонок, у нас была работа в обычном режиме. Я находилась вообще в другом отделении. Мы тогда бегали по всем отделениям, врачи-инфекционисты. У нас инфекционное отделение одно по всему Якутску. Это Стадухина, 81, корпус 5. Мы консультируем все отделения, да, вплоть до пренатального центра. И я находилась как раз в это время в гинекологическом отделении, когда мне позвонили и сказали быстро идти в отделение, потому что будет бригада скорой помощи и будет больной уже с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Я прибежала в отделение, это, конечно, не сказать, что это был вообще шок, это вообще... Мы сейчас до сих пор не можем объяснить, как наше состояние оценивалось в тот момент, да. И вся наша бригада, мы разделились, у нас дежурят всегда 2 врача, мы разделились уже на 2. То есть кто-то пошел работать в грязную зону, готовиться к приему больного, а кто-то начал, там у нас находилось около 50 больных, срочная эвакуация, срочные выписки, объяснить без суеты, без паники находящимся, да. И когда привезли первого больного, мы, в принципе, уже были на местах, одетые. И когда привезли первого больного, оценили состояние, нам уже стало полегче, потому что больной не нуждался в реанимационных мероприятиях. Так как мы знали, что это все-таки это очень тяжелые больные, они могли умереть. Так разговариваешь с ними, и, в принципе, они могли сразу там умереть, да. И, в принципе, когда мы оценили состояние как средней степени тяжести, не нуждающихся в реанимационной помощи, нам стало чуть полегче и начали работать. Действительно, конечно, стрессовая ситуация, несмотря на то, что подготовка велась. Я думаю, нашим телезрителям будет очень интересно узнать о вашем обычном рабочем дне сегодня. Во сколько начинается рабочий день и вообще что происходит на протяжении дня? Нас всех посадили на самоизоляцию, то есть мы 30 апреля заселились в гостиницу «Лена», за что очень спасибо нашему руководству, то, что мы имели возможность в первые самые тяжелые дни, возможность отдохнуть, возможность избегать стресса, да, потому что все-таки это была угроза заноса к нам семьи, да. У нас все-таки у всех дети, у всех родители, пожилые родители, и поэтому с этой стороны нам было спокойнее, что мы, все зависело только от нас, да, если что, мы заболеем, то сами. То есть мы не будем виноваты в том, что у нас с семьями что-то произойдет.
И, конечно, возможность отдохнуть. Спасибо работникам гостиницы «Лена» тоже за теплый прием, за чистоту, за заботу. Нас кормили. Мы приходили уставшие после смен, ну, буквально валились. Ага. Там, конечно, и работа, и психологический такой момент страха, да, как бы все-таки он присутствовал, как же иначе. Потому что все-таки у нас и коллеги уже начали заболевать, ну, это было уже летом. И все-таки работа в красной зоне, это значит двойная ответственность, двойные какие-то вот осторожности. В общем, там сложно, не как в обычной жизни. Поэтому мы рано вставали, нас отвозили в автобусе. И у нас, в принципе, вот мы заходили в отделение и начинали уже рабочий день, одевались в СИЗы свои, да, и все это как бы очень сосредоточено. И нас как бы отделили от всего, от всех проблем, и нам было легче уже работать. Ну что ж, Виктория, я думаю, я, как и все телезрители, да, вот хотим выразить вам большую благодарность за ваш безустанный труд. Выражаем благодарность вам и вашим коллегам. Спасибо, что нашли время и посетили нашу студию. Мы желаем вам успехов в дальнейшей работе и надеемся, что все будет обходиться без чрезвычайной ситуации, все будет идти стабильно. Ну что ж, дорогие телезрители, перед тем, как попрощаться, я хотел бы напомнить вам о том, что нужно соблюдать все меры предосторожности, часто мойте руки и соблюдайте дистанцию. Ну что ж, мы на этом прощаемся, ну а эфир продолжит Саңа Күн и мои коллеги. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей.